Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Национальный проект «Культура» позволил модернизировать в стране более 1200 кинозалов и более 1000 сельских домов культуры. Об этом накануне сообщила министр культуры России Ольга Любимова. О том, какие изменения происходят благодаря этому проекту в Якутии, поговорим с Юрием Куприяновым, министром культуры и духовного развития Якутии. Юрий Степанович, здравствуйте. Доброе утро. Каких результатов уже удалось добиться в реализации нацпроекта «Культура»? Сразу скажу, что в те цифры, которые наш министр говорила, Ольга Борисовна, Якутия встроена максимально. На Дальнем Востоке мы одни, как обычно, да, вот следуют там, самые активные, самые инициативные, те, которые движемся. Знаете, почему мы это делаем? Потому что нам нелегко живется. У нас сама природа, вообще сама вот активность в этой жизни, население нашей республики двигается быстрее. Я бы сразу отметил, что мы одни из первых по реализации проекта модельной библиотеки. В Якутии у нас 18 модельных библиотек, это стоимостью 5 миллионов и 10 миллионов. Мы получили федеральные средства и за эти годы оснастили. У нас прекрасные библиотеки в Покровске, прекрасная районная библиотека в Алдане. Не поверите, что в этом году прекрасная библиотека открылась со Скалахи Анабарского улуса, тоже стоимостью 10 миллионов рублей. И когда туда заходите, вас встречает не кто-нибудь, а робот, который вам говорит слева, какой абонемент, справа, где читальный зал. И вообще он разговаривает с вами, он готов вам служить. Эльгее в этом году открылась тоже библиотека модельная. Дальше скажу о том, что по программе национального проекта ощутимо для людей мы вот продвигаем как источник финансирования строительства сельской местности домов культуры. В этом году условно вот 16 или 17 декабря, пока предварительно такие цифры стоят, откроем дом культуры по нацпроекту «Культура» в Тасагаре, в селе Тасагар Вилюйского улуса. Вот сейчас они подводят все итоги. В этом году мы ремонтируем 10 детских школ искусств по нацпроекту «Культура». Завершается ремонт последнего, завершающего Черском. Вот 20 ноября мы должны завершить этот вот объем работ. Плюс у нас это 77 миллионов рублей. Мы в этом году отремонтировали 5 домов культуры. Завершаем Чукар Нюрбинского последний. И один у нас переходящий, это угольная Верхнеколымского рода на следующий год. То есть есть двухгодичная. Строим мы дома в Якутии согласно нашего регламента и согласно совместной работе с Министерством культуры в течение 2 лет. Мы не успеваем за 1 год, как в средней полосе, поэтому получаем в этом году деньги. 23-24 год у нас будут строиться и вводиться следующие объекты. Тымпы Вилюйского улуса, Кемпиндей Сунтарского улуса будет уводные в 2023 году. И сегодня как бы те цифры, которые уже есть, в этом 2023 году мы начнем строительство 2 домов культуры по нацпроекту «Культура». Это Толон Чурапчинского улуса. Мы давно хотели этот дом построить, и вот как раз мечта осуществится. И начнем строить по поручению президента страны Владимира Владимировича Путина дом культуры в селе Крестях Сунтарского улуса. То есть это 2 проекта. Это то, что вот мы как бы вот так осуществляем. В этом году мы еще получили 5 автоклубов для наших муниципальных образований. Это передвижные клубы, почти что можно сказать. Один из самых лучших КАМАЗ стоит у нас в Вилюйске. Ну, впечатляющий объем, действительно. В начале декабря в Москве состоятся Дни Якутии в Москве. Расскажите, что пройдет. Да, мы апрель, мягко скажем, да, апрель и летний период, большинство всех мероприятий провели у себя на территории, в Якутске, во всех районах, во всех улусах нашей республики. В декабре у нас заключительный этап года культурного наследия, года образования 100 лет назад нашей республики. И хотел бы очень, конечно, сильно даже поблагодарить, чтобы все знали Юрия Петровича Трутнева, председателя нашего оргкомитета. Согласно его поручений, согласно его принятых решений, нам в этом году федеральное министерство профинансировало достаточно большие деньги. Мы получили 30 миллионов рублей на проведение фестиваля, нашего конкурса «Музыка для всех» и конгресса по инициативе нашего первого президента Михаила Ильича Николаева. Вот мы сейчас поедем в Большой театр, Мариинский театр, сделаем выступление еще в Совете Федерации. Эти все средства были заложены с федерального бюджета на то, чтобы Якутия провела вот эти свои столетние, скажем, показ уровня таланта. Мы в 1957 году впервые ставили Нюргун Ботра на московской сцене, поэтому взяли за эту основу. И Арсений Сергеевич поддержал наше предложение, и по его поручению, получается, мы сегодня здесь как бы синхронизировали год культурного наследия, поскольку это эпос, да, Лонхо наше эпическое, это наше все, и Нюргун Ботр в этом году мы переиздали, и вот эта цепочка тянется через весь год, и на большом, надеюсь, аплодисменты всех зрителей Москвы, всех, кто нас поддерживает, в Петербурге, Мариинке, аплодисменты, это будут аплодисменты всей нашей республики, всех достижений за эти 100 лет. Ну, вернемся в наш регион. На днях в селе Апаны состоялось открытие кинотеатра по проекту «Экстра Синема». Вы уже говорили об открытиях. Что это за проект?
Да, объясню. Апаны — это тоже национальный проект. Апаны мы в прошлом году открыли Дом культуры. Это прекрасный, мне кажется, лучший дом культуры в сельской местности. Если есть необходимость, кто меня слушает, съездите туда сделать. Там стоит, ребята нашли решение режиссерское, ну, в смысле, вот техническое, технологическое, как работает сцена. Она работает как в театре. То есть оператор Апаны один. Компьютер закладывает программу, сцена открывается, кулисы работают. Здесь не надо, как раньше, выбегать, открывать сцену. Механически как-то Свет делают. тоже делать. Это один из самых передовых сегодня сельских клубов. Это Сагар, перенимая этот опыт, учитывает, у нее сцена тоже будет работать таким автоматическим способом. Мы будем уже как бы двигаться дальше. То, что открылось Экстра Синема проект, в этом году мы профинансировали 10 штук для 10 сельских домов культуры. Аппарат, который Петр Александрович Черяев с технопарком работали, это наш софт, составляющий, возможно, и китайские, разные вещи. Но это программа, которая реализует и пушкинскую карту, и должен сейчас пройти сертификацию для того, чтобы поставить его на общий прокат, что он не копирует, не портит фильмы, которые показывают. И если этот контент будет работать, это будет контент управляться центром здесь отсюда, и наша республиканская киносеть муниципальных образований, она будет одновременно все их показывать. Расширять этот круг мы собираемся и в этом году. Есть прямое поручение нашего главы Арсения Сергеевича, и есть приглашение, кстати, Ольги Борисовны Любимой. Мы в эти дни с Петром Александровичем должны увести аппарат на сертификацию в Москву. Анатолий Сколович-Семенов, я и Петр Александрович являемся членами этой рабочей комиссии, которая должна поставить заключение, что годен для всероссийского применения. Если продвинем это дело, то мы в этом по 5 миллионов рублей ведь дает для того, чтобы кинозалы, кинотеатры открывались, модернизированный звук, там сидячие места и прочие вещи, то наш якутский аппарат будет транслироваться по всей России. Вчера Петром Александрович встречался, он говорит: Юрий Павлович, мы готовы, если Москва принимает, до 100 кинозалов открывать в год. Серьезные планы, действительно. Ну вот, раз уж мы заговорили о кино, какие премьеры якутского кино выйдут в ближайшее время, на что сходить в новогодние дни? Я скажу, что небольшие деньги, но государство, которое выделяет за последние годы, мы 2020-2021 год выделяли там 20-30 миллионов рублей для того, чтобы проводить питчинги для кино. Это вложение в кино. Да, вот если ты не поливаешь, дерево не растет, правильно? И эти растения сегодня дают плоды. Вот появились и детство, да, в смысле Димы Давыдова. У нас появилось еще вот «Не хороните меня без Ивана». Я бы остановился на его примере, поскольку туда сам приглашен, и это всероссийская премьера. Прокат выйдет на декабрь. И 5 декабря на сцене Большого художественного кинозала, кинотеатра на Арбате у нас в стране, состоится премьера нашего фильма с участием федерального финансирования. Мы впервые получили 20 миллионов федерального финансирования, 9 добавили свое. И Люба Борисова в общем составе с Иваном Болотниковым продвигает этот проект. Надеюсь вообще, что он должен двигаться дальше. Туда же, в этот же фестиваль «Кинотавр» из Сочи перекочевал в Москву в этом году, зимний он теперь называется, участвует у нас тоже Степан Бурнашов со своим фильмом «Зима». Я думаю, что это наша победа, зима, короче. Наша зима, да, это наша победа вообще якутской кинематографии, ребят, которые все вот, большой семьей работают в кинопроизводстве. И в этом году еще проведем фестиваль «Республика», моя республика, проведем обязательно, и закроемся вручением Чепчала. На следующий год мы тоже обязательно... еще, говорю, в этом году где-то на сумму 25 миллионов мы проведем питчинг. Вот буквально в эти дни он будет объявлен, экспертная группа будет работать, чтобы в декабре мы профинансировали то, что появится у нас, мягко скажем, в 2024 году. Ведь на самом деле для ребят будет работа небольшая, но 2023 года. И в 2023 году поручение главы нашей республики, продвижение это будет. Мы сегодня работаем над поручением Владимира Владимировича Путина, который дал поручение, чтобы санкционное давление на кинопрокат действует максимально мощно. Мы это все понимаем. Сегодня кинотеатрам всем тяжело. Чтобы государство обеспечило полное финансирование производства кино для будущего поколения, для подрастающего поколения. Но это все мы. Все наши якутские фильмы рассчитаны на будущее. Даже с того, «Надо мной солнце не садится», это наш самый культовый фильм, который рассчитан именно на отцов и детей. В любом случае будем ждать новых кинопобед. В этом году происходило очень много гастролей. К нам в Якутск приезжали артисты, в том числе по проекту «Большие гастроли». Будут ли продолжены эти начинания? Да, у нас очень хорошее взаимодействие сложилось с Росконцертом. Нас поддержали столетием. В прошлом году наши 5 коллективов ездили по большим гастролям, к нам приезжали. В прошлом году проявила инициативу еще золотодобывающая компания. У нас здесь строили фестиваль театров. Год 2022, да? В Якутии можно просто четко сказать, что он был в культурной сфере,
театральный год насыщенный. Мы провели здесь конгресс национальных театров. Александрийский театр поставил Великий Фокин свой маскарад. Якутск смотрел сюда маскарад. Здесь к нам в гости приезжал Большой театр. Мы все были зрителями Большого театра. Все листа к нам приезжала. Калмыцкий Будда, да, калмыцкая свадьба. В Русском театре приехал Ефим Звеняцкий с театром Горького из Владивостока. Ну, короче, все театральные арены у нас и афиши были здесь, в Якутске. Якутск театральный. Это достижение. Следующий год мы дальше не упадем, будем двигаться дальше. И будем работать над тем, о том, чтобы Русский академический театр поехал на гастроли, чтобы и Саха-театр поехал, но они, правда, планируют здесь недалеко с Бурятией связаться. Но есть и предложение, как бы направление тех республик, которые стали достоянием сегодня нашей страны. Это Донецкая республика, Луганская республика, возможно, на следующий год и поездки наших коллективов в эти субъекты Российской Федерации для того, чтобы гастрольная деятельность будет расширена. Сегодня работаю над тем, что, возможно, получится тем, что вот 9 декабря выезд российской делегации на территорию Киргизии. Киргизию это будут дни российской культуры, искусства в Киргизии. Возможно, если получится, возьмут какой-нибудь наш коллектив, и мы будем встроены в этот уже как бы федеральный проект. Ну вот как раз в последние месяцы якутские артисты много выезжали в воинские части, где находятся наши бойцы, мобилизованные на специальную военную операцию. Как проходят такие встречи, ну и как отрасль культуры интегрирована в это дело? Это тема дня, это от которой никто не может отойти в нашей стране. В республике особенно, мы воспринимаем его совсем близко. Мы одна семья, и мы вместе. Я сам лично встречался с ранеными ребятами, которые с нашего Ботура. Те, которые просто так, Андрей Храмов, который, кстати, пишет стихи, и мы обещали с ними договориться, встретиться для того, чтобы он собрал эти стихи, мы его обязательно издадим. 10 военных, и те, которые довоенные были, очень активные. Очень активный, целеустремленный и полный энергии человек. Я бы хотел ему только пожелать здоровья и успехов в этой жизни. Наши ребята выезжали, эта инициатива из посредства Дальневосточного федерального округа исходила, но она и живет в каждом отклике. Мы сформировали бригаду под руководством Аяла Амосова. Они выезжали в Биробиджан, Бирджан, Уссурийск, Владивосток, Хабаровск. Встречи прошли вообще в теплой обстановке. И они не просто так аплодировали, радовались тому, что слышат якутскую речь, слышат вот родину, да, призыв. Это же как бы нас, во-первых, объединяет, потому что не может никто стоять как бы разделение общества, чтобы не было. И оно изменило наших артистов. Эти ребята приехали другими. Они сейчас готовы. Они готовы делать все для того, чтобы быть в этом месте, в своей сфере. Вот то, что мы несем, который заряд энергии. Руководителем Захаром Никитиным наша группа колледжа культуры съездили в Улан-Удэ. Встречи были общие на правительственном уровне, большой концерт по Бурятии для всех мобилизованных, в том числе для наших ребят, которые там проходили учения, и потом выезжали в воинские части. Абсолютно совершенно вот такой круг. Ансамбль Туймада посетила Бурденко. То есть мы, отрасль культуры, в эту встречу, да, и с теми, которые уже получили ранения, и теми, которые собираются вот это делать, встроились, мне кажется, очень тепло и правильно построились. Потому что вот этот термин «мы вместе» — это не просто слова на самом деле. Это значимость сегодняшней содержания жизни. Ну, надеемся, наша культура и искусство будут способствовать нашей общей победе. Юрий Степанович, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам успехов в вашей дальнейшей работе. Спасибо. Неужели все? Я еще хотел бы отметить, что сегодня день рождения Эльдара Рязанова, великого человека. И наш театр эстрады сегодня ставит 45-й раз спектакль «Служебный роман». Кто нас смотрит, приходите, пожалуйста. Это ведь вечные слова. Жизнь прожить, нехитрая наука. Эльдар Рязанов. Я буду там. Спасибо. Всего доброго. Но я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.